Здравствуйте, в эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. В эти дни в населенных пунктах арктических северных районов начинается отопительный сезон. Тепло пришло в соцобъекты и жилые дома Алаиховского района. 10 августа запуск тепла дан в Верхоянском районе. К сегодняшнему дню в пострадавших населенных пунктах от летнего паводка завершились работы по проверке оборудования. К началу отопительного сезона во всех населенных пунктах отремонтированы теплосети и котельные. Как происходит модернизация коммунального хозяйства? Об этом и не только мы поговорим с гостем студии Виктором Романовым, первым заместителем министра ЖКХ и энергетики республики. Виктор Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Каково нынешнее состояние коммунальной инфраструктуры республики? Какие есть проблемные вопросы? Коммунальный комплекс республики представляет собой важную отрасль территориальной инфраструктуры, деятельность которой влияет практически на каждого человека. Объем в целом основных фондов, которые имеются в отрасли, это порядка четверти основных фондов. Это у нас 1165 котельных, 400 объектов водоснабжения, водоотведения, более 6500 километров инженерных сетей. И от надежности работы этой инфраструктуры зависит благосостояние нашего населения. Из проблемных вопросов хочу отметить износ. В целом по всей отрасли износ фонда составляет 58%, но при этом у нас есть доля инфраструктуры, которая с износом более 60%, доля этих объектов составляет 45%. И для одноразового обновления этих фондов общая потребность по нашим предварительным расчетам составляет 55 миллиардов рублей. Но, тем не менее, у нас ежегодно модернизация осуществляется. За последние 10 лет порядка 50 миллиардов вложено в отрасль. Но отрасль такая, что она ежегодно изнашивается, и ее постоянно надо обновлять для того, чтобы не получить большую проблему, в накопленном виде. Да? По планам на ближайшую трехлетку у нас порядка 30 миллиардов планируется направить на модернизацию. Из них доля федерального бюджета на сегодня составляет 2,6 миллиардов рублей. Доля республиканского бюджета там есть, и внебюджетные источники, это то, что привлекается предприятиями и реализуется в рамках инвестиционных программ. Эта сумма составляет порядка 20 миллиардов рублей. Президентом страны поставлена задача по комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры. Как республика планирует решать данный вопрос? В рамках этого поручения Минстрой России формирует пятилетнюю программу модернизации коммунального комплекса с прогнозом еще на плюс 5 лет, то есть практически на 10 лет. Мы совместно с Минстроем России формируем ту часть программы, которая приходится на нашу республику. На сегодня предварительно мы сформировали перечень мероприятий первоочередных, так называемых 78 мероприятий. Общая сумма порядка 25 миллиардов рублей. Периодически мы с коллегами согласовываем наши планы, и на сегодня Минстрой формирует условия и порядок предоставления такой финансовой поддержки в рамках программы. Сумма финансирования на сегодня прогнозируется порядка 750 миллиардов рублей. Долю пока Минстрой по России предусматривает 60/40, то есть 60 влаживает федеральный центр, 40 субъект, но при этом внутри этой доли предусматривается финансирование за счет средств предприятий. Естественно, мы ставим вопросы, связанные с учетом бюджетной обеспеченности субъектов, потому что у нас у каждого субъекта разная бюджетная обеспеченность. И с учетом этого мы ориентируемся, что наша доля финансирования будет порядка 10-20%. Исходя из общего объема финансирования, доли софинансирования по Российской Федерации, по всем субъектам, и плюс еще те моменты, которые идут через инфраструктурное меню, которые в прошлом году запущены, общая сумма на ближайшие 5 лет прогнозируется порядка 1,5 триллиона рублей. Какие сейчас программы действуют в республике по обновлению сферы ЖКХ? У нас это, в первую очередь, хочу отметить, это программа «Чистая вода» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По ней мы реконструируем, модернизируем, создаем объекты водоснабжения. Целевой показатель у нас до конца 2024 года это более 70% обеспеченности населения питьевой водой. У
нас в текущем году введены 2 объекта, будут введены еще 3 объекта, начаты еще 3 объекта, то есть активная фаза строительства ведется. В целом по всей нашей программе региональной вот «Чистая вода» планируется до конца срока реализации построить 37 объектов. Также хочу отметить программу модернизации, которая идет через фонд содействия реформе ЖКХ. Нынешняя это вот публично-правовая компания «Фонд развития территорий». По ней в этом году вводится 3 объекта. Это у нас канализационное сооружение в поселке Жатай. Разрешение на ввод получено, ну, как бы полная готовность. Котельная квартальная «Восток-1» в селе Барагонцы. По ней тоже как бы готовность есть, этап пусконаладки и запуск будет в ближайшее время. Ну и осуществляется строительство канализационного сооружения в селе Верхний Вилюйск. Вместе с тем у нас реализуются проекты, связанные с инфраструктурными займами, которые запущены тоже с текущего года. Да. Республика Саха-Якутия является одним из тех первых субъектов, которые получили такую финансовую поддержку. Ну и в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами у нас в текущем году принята региональная программа и комплексный план реализации для того, чтобы мы знали, какие объекты, какой объем финансирования потребуется для того, чтобы осуществить создание новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. А в целом, какие значимые объекты еще планируется ввести в эксплуатацию в текущем году? Это вот объекты в селе Бердигистях, будут введены водозабор Алекминска будет введен. Также у нас создаются круглогодичные сети в селе Верхневилюйск и селе Андреевское. Они также будут в текущем году введены. И планируется ввод в эксплуатацию объекта водочной станции в селе Сунтар. Якутия стала получателем инфраструктурных займов из Фонда развития территорий за счет средств Фонда национального благосостояния. Расскажите, какие проекты реализуются? В рамках инфраструктурного меню мы стали участниками инфраструктурных займов через Фонд развития территорий. По ним участие приняло у нас 2 ресурсоснабжающих организаций. Это у нас ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха-Якутия» и акционерное общество «Нерюнгельский городской водоканал». Общий объем средств, распределенный Федеральным фондом республики, составляет 2,3 миллиарда рублей. Из них порядка 1 миллиарда рублей направлены на реконструкцию 2-го этапа объекта водоснабжения и водоотведения города Нерюнгри, а остальная часть направлена на модернизацию и реконструкцию котельного хозяйства, также создание очистных сооружений через ГУП ЖКХ. Естественно, федеральное финансирование предусматривает софинансирование, и порядка 20% будет профинансироваться за счет средств предприятий, а в Нерюнгринском районе мы за счет республиканского бюджета для того, чтобы минимальное влияние на тариф было, предусмотрели субсидию. Общий объем финансирования с учетом этого составляет порядка 3 миллиардов рублей. Как продвигается реализация реформы в области обращения с твердыми коммунальными отходами в республике? Как вы знаете, с 1 января 2019 года запущена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. На сегодня, с учетом нескольких изменений нашей территориальной схемы, действует 12 зон региональных операторов. Работа ведется, сложности есть, потому что по сравнению с другими субъектами у нас начальная стадия запуска реформы она была значительно хуже, чем в центральных регионах. Но тем не менее у нас благодаря поддержке правительства мы оказываем финансовую поддержку региональным операторам. В частности, мы оказываем поддержку по приобретению специализированной техники. То, что на самом деле оказывает первый эффект, который видит население. Да? И также для того, чтобы спланировать определенный план действий, мы в текущем году утвердили комплексный план обращения с твердыми коммунальными отходами и утвердили региональную программу, где у нас сформирован весь перечень объектов, которые необходимо создать в ближайшие годы. В Якутске началось строительство нового полигона размещения ТКО. Расскажите об этом и когда объект будет введен в эксплуатацию.
Данный приоритетный объект в сфере обращения с отходами, он на сегодня уже на стадии строительно-монтажных работ. Ведется активное строительство. В части финансирования и программных моментов мы полностью все предусмотрели. Финансирование осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Застройщиком у нас является ГУП жилищно-коммунального хозяйства республики. Согласно графику производства работ, у нас ввод в эксплуатацию планируется в августе следующего года. А над какими еще объектами ведется работа? Параллельно с этим объектом у нас активно ведется второй у нас приоритетный объект — мусороперегрузочная станция с элементами сортировки в городе Якутске. Данный объект должен быть создан в рамках концессионного соглашения, которое заключено с компанией ОАЛГ. На сегодня ведется это проектирование, и в ближайшее время данный проект должен поступить на госэкспертизу. Как вы знаете, в июне были проведены публичные слушания раздела оценки воздействия на окружающую среду. То есть данный объект, он тоже в рамках тех утвержденных планов реализуется, и планируется ввести его параллельно с полигоном. Также у нас другие объекты в сфере обращения — это полигон комплексной обработки с сортировочными станциями, реализуются в Мирнинском районе. Там проект находится на экологической экспертизе. Также проект планируется в Нюрбинском районе, тоже полигон с сортировочной станцией, проект находится в главгосэкспертизе. На начальной стадии проектирования объектов находится в городе Алдане, в Нерингре, в части сортировки, и по другим населенным пунктам также у нас находятся проекты на стадии разработки. Также параллельно мы ведем строительство объектов обезвреживания, то есть мусоросжигающие станции в зоне, где строительство полигонов невозможно. И это в основном зона Арктики. И в текущем году дополнительно будет приобретено еще 3 мусоросжигательные установки для арктических районов. Виктор Дмитриевич, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. О модернизации коммунальной инфраструктуры мы поговорили с Виктором Романовым, первым заместителем министра ЖКХ и энергетики республики. До встречи в эфире.